Это программа «Крымский вечер». В эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И далее мы будем говорить вот о чем. Сегодня, 9 августа, отмечается Международный день коренных народов мира. В Крыму проживает, по крайней мере, вот 3 коренных народа. Это крымские татары, караимы и крымчаки. 20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала статус крымско-татарского народа как коренного, и присоединилась тогда Украина к Декларации прав коренных народов Организации Объединенных Наций 2007 года. Но значит, есть помимо крымских татар в Украине также и, в частности, в Крыму также есть и другие коренные народы. Я напомню, это еще и караимы, и крымчаки. Но эти вот народы, они еще меньше их осталось на территории Крыма. Вот по последней всеукраинской переписи населения всего в Украине, не только в Крыму, называли себя караимами 1196 человек. И из них называли караимский язык родным только 72 человека. Но, тем не менее, в июне 2015 года Верховная Рада собиралась признать караимов и крымчаков коренными народами. А вот крымчаков в Крыму сейчас живет вообще меньше 200 человек. И это наименее численный народ полуострова. Кто же такие коренные народы? В чем отличие коренных народов вот просто от других народов? Даже если, может быть, там где-то численность, она не настолько радикально отличается. Будем пытаться разобраться, также попытаемся разобраться, какие права следуют у народа, который признан коренным, и каким образом, например, вот эти права могут помочь в существовании, в борьбе просто за жизнь, за то, чтобы не быть ассимилированными и остаться действительно народом. Вот все это может происходить сейчас в условиях российской аннексии Крыма. Сейчас с нами на связи Оливер Лоде, эксперт Эстонского института по правам человека и бывший член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Оливер, здравствуйте. Добрый вечер. Оливер, хотелось бы, чтобы вы объяснили нашим радиослушателям, многие, может быть, не знают, кто такие вообще вот коренные народы, кого можно называть коренным народом? Да, но такой одной очень четкой дефиниции или определения коренных народов нету, это сознательно так. Но есть общие такие принципы, которые в международном плане понимают как, скажем, характеристика коренных народов. Самое важное, это может быть то, что этот народ сам определяет себя коренным народом. Но, конечно, нужны некоторые такие объективные, скажем, моменты. Это в первую очередь такая долговременная связь между этим народом и территорией, где они живут. Это может быть веки, тысячелетия. Это период не так уже может быть четко можно сказать. И также это продолжительность их, или, скажем, продолжение их традиций и, может быть, образа жизни, культуры, языка. Так что можно видеть связь между, скажем, теми народами, тем народом, который жил на этой территории, скажем, там, веки назад и сейчас. То есть, что они сохранили что-то из древних времен. И, конечно, что они хотят остаться отдельным от доминантного этноса или доминантных групп на этой территории и не ассимилироваться. И также такое есть понимание, что коренной народ это не может быть доминантный народ в данном государстве, доминантный в плане, даже не так, может быть, уж в плане количества, но в политическом и таком экономическом плане. Например, вот эта причина, почему украинцы в Украине, но украинцев как бы нет смысла называть коренным народом в понятии международного права, потому что украинцы уже являются большинством в своем государстве, имеют, в принципе, свое национальное государство, а коренные народы, они не имеют свое государство. А вот это наличие или отсутствие государственности, является ли оно одним из основных моментов определения статуса народа, того или иного народа, как коренного народа? В общем, это, я бы сказал, да. То есть, как правило, коренные народы, у них нет своей государственности или есть?
Да, как правило, нет. И смысл говорить о правах коренного народа именно тогда, когда вот своего национального государства нет. Например, я эстонец, мне нет смысла говорить об эстонцах как о коренном народе, потому что у нас есть свое государство, где мы в большинстве. Мы можем реализовать свои права, в том числе свое право на самоопределение через свое государство. А у коренных народов такой возможности нет. И поэтому эта система прав коренных народов создана вокруг понятия, что своего государства нет, но все-таки есть инструменты, как вот это право на самоопределение реализовать. И одно из самых основных – это возможность создать свою автономию, либо политическую, экономическую, культурную, или все из этих на территории, на традиционной территории проживания. Господин Лода, а вот в каких странах европейских, может быть, не только европейских странах, есть позитивные примеры? Вот можете привести такие примеры, где действительно удалось коренным народам реализовать свое право, и это дало какие-то результаты? Ну, например, там, сохранение языка, сохранение культуры и так далее. Да, но, наверное, в Европе самый лучший пример – это норвежские сами, то есть коренной народ сами на территории Норвегии. Народ сами также живет в Швеции, Финляндии, также на Кольском полуострове в России. Но именно в Норвегии, я бы сказал, их права лучше всего обеспечены. Это в первую очередь культурные языковые права, так что самский язык является официальным на их традиционной территории. Ну и также разные ресурсы, например, для того, чтобы обеспечить публичные, скажем, государственные услуги, например, там здравоохранение или образование на самском языке. Но именно там в этих муниципалитетах, где сами традиционально живут. Это, наверное, самый лучший в Европе. Также не слишком плохие условия у сами в Швеции и Финляндии. Ну а если вот смотреть Россию, тогда там, конечно, другая история. Часть российских коренных народов также живут в Европе. Угу. Оливер, да, еще один момент. А вот насколько, сейчас уже я хотел бы вернуться все-таки к теме Крыма, насколько вот признание либо непризнание коренными народами крымских татар, караимов, крымчаков может помочь сохраниться этим народам вот в нынешних ситуациях, в ситуации после 2014 года, после российской аннексии полуострова Крым. Ведь, с одной стороны, конечно, может Украина принимать много законов, но с другой стороны, де-факто Россия контролирует Крымский полуостров. Вот как в этой ситуации? Какова ваша оценка этой ситуации? Да, но минимальное, что Украина смогла сделать сразу после оккупации, и это она и сделала, это, наконец, признала крымских татар как коренным народом Украины, и также поддержала декларацию ООН по правам коренных народов. Это были важные шаги, принципиальные такие, я бы сказал, стратегические шаги. Теперь наступило время, на самом деле уже 5 лет было время начинать реализовать принципы этой декларации ООН по правам коренных народов, то есть создавать условия или предпосылки для того, что вот если и когда деоккупация произойдет, то крымские татары окажутся принципиально в новом отношении с государством. То есть, чтобы не было возвращения вот к этому периоду до оккупации, которая также не так уж все благополучно было для крымских татар. То есть я думаю, что сейчас это именно время создавать эти предпосылки в плане законодательства, в плане конкретной политики, даже в плане политической риторики, или, скажем, официальной риторики государства. По-моему, очень важно, чтобы государство через все свои каналы и внутри Украины, и на международном плане, если говорит о крымских татарах, тогда говорит о них как о коренном народе, а не как там общину или национальном меньшинстве и так далее. То есть какая-то такая последовательность в риторике тоже важна. И это просто создает предпосылки для того, что вот когда политическая ситуация изменится, тогда не надо с нуля начинать все это разработать. Но, в принципе,
эта законодательная как бы, система уже готова. И можно идти в следующий этап. Да, понятно, но тем не менее, вот большая часть крымско-татарского народа, ну, в частности, тех, кто является гражданами Украины, я сейчас не беру тех, кто в свое время эмигрировал еще после первой российской аннексии, там, 18 века, и там продолжалась аннексия и в 19 веке, и эмиграция тоже продолжалась и в 19 веке, и в начале 20 века, которые эмигрировали в Турцию. Я вот сейчас говорю просто о тех людях, которые вернулись из Центральной Азии после уже крушения Советского Союза, вернулись в Крым. И сейчас получается так, что значительная часть все-таки крымских татар, она продолжает жить на территории аннексированного Россией полуострова. И лишь небольшая часть, ну вот по разным оценкам, там 20 тысяч человек, там, или может быть 30 тысяч человек, она проживает на территории материковой Украины. Получается так, что вот в этих условиях, когда сейчас Россия де-факто контролирует полуостров, есть ли какие-то инструменты у крымско-татарского народа для того, чтобы влиять на решения и на действия российского руководства, используя то же самое международное право? Да, в этом плане я очень даже пессимистичен. Я думаю, что Россия делает то, что она хочет. То есть их в принципе не интересует международное право, международные нормы. Их в принципе не интересуют права человека. Они прекрасно в курсе, какие эти права и какие права коренных народов. Это просто их в контексте Крыма не интересует. И в этом плане здесь не надо никаких иллюзий иметь. Еще раз, я думаю, лучше, что сейчас Украина может делать, и это именно вопрос Украины, а не России, это создать законодательную базу, которая внушала бы доверие и внушала бы какую-то уверенность крымским татарам на территории Крыма, что если политическая ситуация изменится, то их права будут соблюдены на качественно другом и более высоком уровне, чем до оккупации. И это вопрос, по-моему, тоже важный, потому что если такой уверенности нет среди коренного народа Украины на территории Крыма сейчас, да, то, я думаю, эта деоккупация будет сложнее реализовать. И еще один вопрос, господин Лода. Но вот тем не менее, вот у нескольких коренных народов соседней России, у них есть там свои национальные образования. А на ваш взгляд, почему Россия то же самое не делает вот в Крыму, например, для крымских татар? Но Россия не признает крымских татар коренным народом, во-первых, потому что по законодательности России у них регламентирован статус малочисленных коренных народов. Население того меньше 50 тысяч человек, но крымских татар больше. Так что они не попадут как бы, в российскую систему коренных народов. Я думаю, что у крымских татар вообще никакого особого статуса нет в России, и поэтому здесь опять, я думаю, вопрос у России политический. Хотят ли они иметь школы, где язык обучения крымско-татарский или нет. Это вообще, я думаю, это не вопрос там, прав коренных народов или вообще каких-то прав, это просто вопрос их политической воли. Спасибо вам, Оливер Лоде, эксперт Эстонского института по правам человека и бывший член постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Давайте, у нас есть радиослушатель, давайте мы послушаем, что он хочет сказать нам в эфире. Добрый день. Добрый день, говорите, пожалуйста. Так, нет радиослушателя. Значит, продолжаем программу. Напомним, о чем сегодня мы говорим. 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Вот в Крыму проживает 3 коренных народа. Это крымские татары и менее малочисленные караимы и крымчаки. Крымчаков вообще, напомню, осталось чуть больше 200. Это по данным последней переписи населения. Караимов чуть больше 1000. И караимов это на территории всей Украины. А далее мы беседуем с Ахтемом Чийгозом, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа и народным депутатом Украины уже 9-го созыва. Ахтем Ага, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы говорим про Международный день коренных народов мира. И у меня сразу к вам вопрос. Вот еще 20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала статус крымско-татарского народа как коренного, присоединилась тогда к Декларации прав коренных народов Организации Объединенных Наций 2007 года, но
до сих пор, вот в течение 5 лет так и не произошло движение дальше. Или же произошло движение дальше, и крымско-татарский народ, он сейчас стоит на пороге получения вот статуса крымско-татарской национальной автономии. Помогите прояснить этот вопрос. После принятия этого постановления, как вы правильно заметили, пошли серьезные, скажем, дискуссии и наработки по вопросу изменения статуса Автономной Республики Крым. Это достаточно такой кропотливый юридический процесс. Шли и параллельно шло очень бурное общественное обсуждение, как вы помните, оно и сейчас имеет место. Так вот, в принципе, мы все эти этапы прошли. В этом вопросе самым главным было то, что, в общем-то, по последним статистическим данным, больше половины украинцев положительно оценивали изменения в Конституции. А вот выполнение роли своей Верховной Рады Украины, к сожалению, не произошло. Связывайте, да, слушаю вас. Параллельно также, если мне память не изменяет, в прошлом году подали уже законопроект о статусе коренного народа. И его тоже не успели рассмотреть в связи с определенными проблемами в Верховной Раде. Сейчас, вот как уже сказал Мустафа Джемилев, после встречи с президентом, будем рассчитывать на то, что воли политической в столь серьезных принципиальных вопросах достаточно будет. Тем более очень много говорят о монобильшестве, которая будет очень отличаться от того состава Верховной Рады. Вот проверим ответственность сегодняшней Верховной Рады. То есть это уже, то есть вы надеетесь, что вот будет это произойдет голосование в ближайшее время уже в 9-м составе от Верховной Рады Украины? Я не думаю, что это будет в ближайшее время, и я не намерен, и, в общем-то, мы все не намерены на этом спекулировать, но тут речь об ответственности государства и его президента, и вот это, и монобильшества. А мы, конечно же, будем способствовать принятию таких столь серьезных принципиальных вопросов. Ахтем, такой вопрос. Вот скажите, дело в том, что вот сейчас, когда Россия контролирует территорию полуострова, вот каким образом могут крымские татары использовать, например, статус коренного народа для защиты своих прав? Есть ли такая возможность или нет? Вот непосредственно на полуострове. С обретением этого статуса, естественно, вступают в силу все международные нормы, и это даст возможность активизировать борьбу на международных площадках. Рассчитывать на какую-то, скажем, реакцию положительную, эффективную со стороны страны-оккупанта, было бы очень иллюзорно. И тем более на фоне того, что именно большинство вот этих репрессий, террора осуществляется против коренного народа крымских татар. Другое дело, пошаговое поступление в Украине, решение этих вопросов, начиная со статуса и заканчивая коренного народа, и заканчивая статусом Автономной Республики Крым, изменение ее на национально-территориальную, это даст, помимо, как я уже говорил, справедливости, да, это даст возможность субъектности в международном поле и даст возможность более жестко настаивать выполнение всех резолюций, принятых международным сообществом. Понятно, спасибо вам. Это был Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины 9-го созыва. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, о чем мы сегодня говорим. Вот 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Вот нет такого четкого определения, кого же можно отнести к этим коренным народам мира, но традиционно считается, и нам напомнил сегодня Оливер Лоде, эксперт
эксперт в этой области, он сказал, что традиционно коренными народами считают те народы, которые вот сформировались и долгое время прожили на одной территории, вот так скажем, автохтонные народы. Но при этом они не имеют собственной государственности. Вот он приводил пример, например, народ Самы, которые живут и в Финляндии, и в Швеции, и в Норвегии. И вот статус коренного народа, он позволяет им, вести деловодство на родном языке, чтобы с ними общалось государство тоже на их родном языке, что есть у них определенные территории, где они могут вести традиционный образ жизни, ну и так дальше. Есть еще несколько таких примеров. А напомню, что в Украине коренными народами вот считают крымских татар, караимов и крымчаков. И у нас есть, вы слушаете радио Крым Реалии, программу «Крымский вечер». У нас есть радиослушатель, поскольку мы работаем в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер, господин Янковский. Здравствуйте. Вы уж меня простите, но я должен вас немножко... А если я вас не прощу? Указать на вашу... А если я вас не прощу? Да, вот вы указываете, а я вас не прощу. Я попробую пережить этот. Хорошо. Итак, когда вы говорите по поводу декларации ООН по правам коренных народов, вы почему-то лукавите. А лукавите в чем? Что вы не говорите, что это документ не имеет юридической силы. Он только рекомендация. И он только все страны, которые его подписали, принимают статус международного закона. Так ведь? Я вам больше скажу. Вообще, Организация Объединенных Наций, так же, как Европейский суд по правам человека, вот Совет Европы, это такая организация, где страны добровольно берут на себя обязательства. Например, не убивать других людей. А вы, наверное, считаете, что, наверное, это вполне допустимо. Просто по желанию убивать других людей. Потому что вам так нравится. У вас, наверное, есть такое желание. И вы говорите, что нет такого закона, который бы запретил бы вам это делать. Наверное, в мире нет, такого закона. Если человек дурак, ему нельзя этого запретить, и он сам он хочет находиться постоянно в этом состоянии. Я вам вообще очень благодарен вам за ваш звонок, но словоблудием мы заниматься в эфире нашем не будем. Мы продолжим нашу программу. Итак, значит, у нас сейчас есть на связи, мы продолжим нашу программу, будем говорить с Борисом Бабиным, экспертом Крымско-Татарского ресурсного центра, экс-представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. А сегодня мы говорим о Международном дне коренных народов мира. Господин Бабин, здравствуйте. Доброго вечера. Есть такой вопрос. Значит, вот что касается теперь практических уже каких-то моментов. На ваш взгляд, вот статус коренного народа, почему до сих пор не определено украинским законодательством вообще, кто это коренные народы України? Загалом найкращий шлях не визначати якесь загальне абстрактне визначення законом, бо, як правило, ці визначення ніколи не працюють. І загалом, знаєте, в міжнародній практиці саме у цій сфері є таке добре прислів'я. Якщо хочеш стати якийсь протест, загальмувати, давайте гратися у добре визначення. Якраз саме спроба утворити якесь загальнуюче визначення корінних народів, вона на декілька років відклала декларацію. То есть вы считаете, что это не нужно, да? То есть надо идти просто сразу дальше, или нужно? Шляхом переліків, шляхом визнання за конкретну етнічну групу відповідних прав згідно загальновідомих, загальновизнаних світових критеріїв. Понятно. Це дуже просто насправді. Хорошо, а теперь, если говорить непосредственно уже о статусе крымско-татарского народа, точнее даже больше не о статусе, а о статусе крымско-татарской автономии. На ваш взгляд, что мешало в течение всех этих 5 лет государству Украина решить вопрос крымско-татарской национальной автономии? Если есть, тем более, вот, допустим, Ахтем Чийгоз говорит, что есть такое общественная, общественная поддержка в Украине такого статуса. Як би так дуже обережно сказати, щоб нікого не образити. Є різні речі, насправді. Є забезпечення міжнародних стандартів, тої самої декларації, яка містить дуже багато прав, зокрема і колективних, зокрема і на самовизначення. Це одне. Абсолютно інше – це його розуміння в нашій пострадянській реальності, коли пропонують якісь проекти, які часто не відображають ані міжнародних стандартів прав людини,
не відповідають засадам конституційного ладу. Ці проекти пропонуються. Насправді ніким ґрунтовно не обговорюються, будемо відвертими, але при цьому є вимоги, щоб тут і зараз їх схвалили. Я думаю, що в демократичних країнах таке не прийнятно. Я думаю, що основною умовою для будь-якої нормопроектної роботи в цій сфері є, як мінімум, повна відповідність цих проєктів саме Декларації про права корінних народів. Це по-перше. По-друге, це залучення як експертів для оцінки цих проєктів, не якихось, вибачте, фейкових людей, чи просто активістів, які добре вміють захищати права народу, але, вибачте, не дуже якісні юристи, на жаль. Є експертний механізм ООН з питань корінних народів, є форум, є спеціальний доповідач. Тобто є профільні чиновники, які залюбки дадуть експертизу відповідним проєктам. Ви знаєте, в 2015 році такі спроби були, проєкти зазнали нищівної критики, на жаль, можна зізнатися, що вона була обґрунтованою саме за невідповідність норм декларації, і після цього, до цього вже ніхто не повертався. Мій прогноз такий. Да, слушаю вас. Ці законопроекти мають реальну перспективу лише за однією умовою, коли вони будуть відповідати міжнародним стандартам. Ось коли ми побачимо, причому не кулуарно, не десь в кишені політика, а на сайті викладений текст, де публічне обговорення, яке відповідає саме декларації, а не є просто перейменуванням одної автономії в іншу. Знаєте, у нас там люблять просто перейменовувати, грати в слова, флаги перегортати догори ногами. Нібито це щось змінить у реальному житті. Борис, скажи, еще один момент. Можно? Вот смотрите, наш радиослушатель позвонил и сказал, что вот эта вот декларация о правах коренных народов, она не имеет никакого статуса там международного закона. А что бы вы ему ответили? Знаєте, коли вішали нацистів, вони також вирішали, що ці всі правила, за якими їх вішають, не мають ніякого значення. Але їх все таки повісили. Насправді ні, декларація має статус, це акт міжнародного статейного права, це загальна норма міжнародного права. Тобто не можна казати, що це звичайна резолюція Генасамблеї. Ні. За рівнем політико-правового зобов'язання, яке накладає на державу-учасниці, вона наближена сьогодні до міжнародної угоди. І сьогодні навіть в ООН існують механізми оцінки виконання державами світу декларації. Більш того, існують спеціальні механізми визнання цього акту тими країнами, які за неї не голосували. Прикладом так зробила Україна, Колумбія, окремі інші країни спеціальними заявами. То тут насправді це дешева спекуляція. Ми знаємо, звідки ростуть ці коріння. Наші північні сусіди дуже не люблять, коли їм нагадують про цей документ, бо там у них є дилемма. Вони дуже люблять гратися в такого, знаєте, великого захисника корінних народів світу, але при цьому не хочуть абсолютно гарантувати ніяких прав населення власної території. І тому для них така двойна гра, вона така, знаєте, дуже складна. Вони не можуть відкидати. Тому вони, знаєте, про неї люблять просто мовчати, не згадувати. Понятно. Спасибо вам, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Борис Бабин, эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Сегодня, еще раз напомню, отмечается в мире Международный день коренных народов. Это те народы, у которых нет собственной государственности. То есть вот, когда говорят, допустим, там, что вот немцы не коренной народ в Германии, там, или украинцы, там, или в другой стране, не знаю, там, в Польше поляки, там, еще где-то. Речь идет не о том, что эти народы не имеют никакого права там на свою землю. Речь идет просто вот про маленькие народы, вот коренные эти народы, у которых нет своей государственности. Они живут на территории других государств. И именно поэтому, потому что они живут достаточно долго на этой территории, они сохранили свою самобытность, они не похожи на другие народы, у них есть собственный язык и собственный образ жизни. Вот эти народы, они действительно требуют со стороны мирового сообщества особой защиты. И их называют коренными народами. И вот День этих народов как раз сегодня и отмечается во всем мире. Это программа «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. Продолжение слушайте через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии». Да, это радио «Крым Реалии». Программа Александр, «Крымский вечер». да. Да, Елена Римовская к нам вернулась. Елена, расскажите, что же будет интересного в следующие 13 минут нашей программы? Я пришла к вам с новостями будущего, как вы поняли, Как поскольку всегда. только что ко мне обратился звукорежиссер, я не расслышала И ваш что, вопрос, что же нам но вам принесла режиссер? вам- А что он у вас спрашивает? Может быть, вы ему ответите тогда? Отвечу, Дима. В Крыму ответили на слова Эрдогана о принадлежности полуострова. Это наша рубрика «Рефлексия аннексированного Крыма на события мировой На политики». слова императрицы Великобритании, как правило, да, они там реагируют? Или там на слова где-нибудь на заявление? Ну, в общем, Ну, например, их не да, но- Нет, рубрика называется так: вас не спрашивали, а вы ответили, да? Да, продолжает в Крыму рефлексировать на встречу Владимира Зеленского с руководством Турции, на визит Владимира Зеленского в Турцию. И вот что заявил депутат крымского парламента Владислав Ганджара, Александр, Да, простите, Ганджара, потому что я не простите, знаю я ударения, не значит, могу сдержать прокомментировал улыбку, но- он заявление президента Турции о непризнании включения Крыма в состав России. Ну, вы понимаете, это цитата с российских медиа, а мы говорим сейчас об аннексии России и Крыма в 2014 году. Значит, турецкое государство заигрывает с украинской стороной и спекулирует крымско-татарским вопросом. Далее цитата. В заявлении Эрдогана мы уже не в первый раз видим политику двойных стандартов турецкого государства, сказал изданию Ганджара. Он также отметил, что, цитирую, де-факто Эрдоган понимает, что Крым это Россия. Остается только признать это публично, чтобы двигаться дальше в развитии российско-турецких отношений. Александр, вопрос у меня к вам вообще. Кто это такой, этот Владислав Ганджара? Ну, это такой человек, который вырос из партии регионов, да, там, ну, в общем, как бы это очень молодой человек, на самом деле, да. Ну, правда. То есть вот он стал, волей случая, он стал депутатом Крымского парламента, господин Ганджара. Ладно, это не важно. Понимаешь, Лена, дело в том, что тот человек, который это заявляет, он не важно, как его фамилия. Да, потому что, ну вот высказал и высказал. Ну то же самое, это можно мы на заборе могли бы что-нибудь почитать бы, потом бы это обсудить. Вот точно. То есть приблизительно такой же силы это заявление. Но дело в том, что я не понимаю, а что мешало, допустим, российско-турецким отношениям развиваться до аннексии Крыма? Или после аннексии Крыма, но если не брать Крым, да, имеется в виду. То есть что, не принимают туристов российских? Вроде бы уже принимают. Их не пускал туда, на самом деле, господин Путин в Турцию не пускал российских туристов. После того, как был сбит российский самолет. Их не Турция не пускала к себе, да, российских туристов на отдых. И не Турция заворачивала там какие-то турецкие продукты, которые направлялись в Россию. Это Россия все делала. То есть, причем здесь Крым, я не знаю, но это надо спросить, наверное, у господина Ганджара, но я этого делать точно Но он не и буду. так Я лучше выскажется. пойду что-нибудь на заборе почитаю. Это ваши риторические вопросы в ответ на рубрику «Аннексированный Крым комментирует мировые события». Еще одна интересная новость у нас из Севастополя. Вы все знаете уже, благодаря нашим эфирам в частности, что там новый подконтрольный России исполняющий обязанности губернатора Севастополя. Так вот, Михаил Развожаев, так его зовут, попросил местных чиновников изъясняться на общепонятном, быть людьми, и запретил им говорить на птичьем языке. Это что значит? Что он называет? Да он русский язык птичьим языком назвал? Что такое вообще? Давайте для полноты картины все-таки объясню. Значит, было совещание, и обратился он вот в частности к, опять-таки, исполняющей обязанности замгубернатора российского в Севастополе Марии Литовка. Что он сказал? Вот цитирую. «Коллеги, я все слышу, я вас прошу на заседаниях правительства разговаривать не нашим птичьим языком, а просто это будет то и то, это позволит нам сделать то. Что будет...» По-моему, это птичий язык и есть. То-то-то. Если что, это цитата. «Что будет от этого предпринимателям, людям, еще кому-то» и так далее. Отдельно Развожаев поручил управленцам оперативно реагировать на происходящее в городе, а также обратился к руководителю департамента городского хозяйства с просьбой отслеживать жалобы горожан, размещаемые в соцсетях. Зачем? Для того, чтобы реагировать. Понятно, хорошо. Вот эта замечательная новость, вы мне ее уже пересказывали чуть-чуть буквально, вы мне про нее говорили перед эфиром, но, наверное, эта новость понравится таким, как бы это сказать, тем нашим слушателям, я надеюсь, что их не очень много, но у которых
которые используют для мыслительной деятельности такое белое вещество, которое растет на хлопке. Хорошо, значит, вот, Федеральная служба исполнения наказаний 10 августа проведет в Москве турнир по вождению автозаков. То есть турнир, да, в автозаке это такие транспортные средства, куда бросают людей, как правило, ну, перевозят заключенных, либо бросают людей, которых поймали на улице, российские полицейские. А вот не сообщается, правда, будут они делать этот турнир по фигурному вождению на автозаках. Там будут сидеть люди, уже задержанные в Москве, или это будут пустые автозаки? Давайте мы дополним эту информацию тем, что как раз на 10 августа, когда запланирован этот фестиваль «Праздник души», в Москве опять запланирован очередной протест против недопуска на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. И вот как-то так совпало. Это же надо, какое чувство юмора у руководства вот этого вот Федеральной службы исполнения наказаний, раз они инициировали такое мероприятие именно в этот день. Но, наверное, им надо как-то уже оправдывать, чтобы съехались. Ну, как бы так, если съедутся со всей России автозаки в Москву в этот день, это как-то будет немного подозрительно. Ну, не подозрительно даже. Ну, а что они приехали вообще в этот день? Как-то это будет опять какое-нибудь заявление там со стороны США или Европейского Союза, какое-нибудь стурбование, занепокоение. А тут скажут, а у нас, понимаете, у нас всероссийский конкурс автозаки, а это люди сами соглашаются. Они хотят принять участие в этом конкурсе, помочь доблестным полицейским. Ну, вообще-то, вот официально ведь есть версия у ФСИН, почему они это организовывают. Почему же? Соревнование, не побоюсь этого слова, приурочено ко дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы. Угу. Есть такой день. Да, интересный день. Хорошо, что у нас еще есть? Да, это интересно, ну как бы... Она какая-то очень интересная, эта новость о том, что севастопольская студентка сходила в полицию за справкой о верности, а в результате, насколько это немного проспойлерю, там говорят, что она получила штраф в размере 100 тысяч рублей. Но ей не просто была нужна справка о верности, она хотела пройти обследование на детекторе лжи, а получила судимость. Об этом сообщает севастопольское издание «Форпост». На преступление ради имиджа честной женщины пошла якобы 20-летняя студентка из Севастополя. Чтобы доказать ревнимому возлюбленному свою верность, она обратилась в полицию с просьбой проверить ее на детекторе лжи. А понимая, что просто так исследовать ее жизнь на полиграфе не будут, она дала правоохранителям повод. Она заявила, что изнасиловали двое знакомых, как раз тех, в измене с которыми девушку подозревал живущий с ней мужчина. Ну, в общем, в результате выяснилось, что этого ничего не было. Так. Ну, ей просто надо было, чтобы ее проверили на полиграфе. Так вот пишет издание Так, а «Форпост». судимость за что? Несудимость. Что она получила? Вы сказали... Наказание, да, в размере 100 тысяч рублей. Значит, в результате суд, ну, в общем, выяснили полицейские, что на самом деле никакого там изнасилования не было, да, и выяснилось, что и никакого, значит, ну, в общем, все это она так специально сама придумала. В результате суд признал девушку виновной в заведомо ложном доносе о тяжком преступлении. При вынесении приговора суд учел ее студенческий билет, положительные характеристики, благодарности, грамоты и относительно небольшую тяжесть преступления. И назначил ей минимально в этом случае штраф 100 тысяч рублей. Грамоты пригодились. Пригодились, наверное, вот да. всегда возникает вопрос, для чего грамоты выдают? Девушка со статусом судимой смириться не захотела. Обжаловала приговор в Севастопольском городском суде. Она просила закрыть дело в связи со своим сильным раскаянием. Но горсуд согласился не с девушкой, а с районным судом, а оставил его обвинительный приговор без изменений, сообщает пресс-служба Севгорсуда. Вообще какая-то... Вот сильные чувства, вы понимаете, это они вот могут привести просто к каким-то вообще фантастическим последствиям. Да. Тем временем в Керчи детскую площадку устанавливают в месте, где более 20 лет воняет канализацией. Это привет Стасу Юрченко, который сегодня ушел в отпуск. В сквере Пирогова ее ставят рядом со стенкой, за которой находится морг. Но это не самая большая проблема, оказывается. Об этом передает керченское издание Керчь-ФМ. По вечерам в данном месте воняет канализацией. Эта вонь уже длится очень много лет, ведь за забором на территории морга размещен коллектор. Цитирую обращение керчанки. Мы, как жители частного сектора, очень рады детской площадке, но разместить ее там, где всегда вонь, это глупость. Это сколько ж нужно ума иметь. Там уже лет 20 воняет, чтобы вы понимали запах, как на Куль-Абинском шоссе. Думаю, это не те запахи, которыми нужно дышать детям. Это да. Наконец-то поняли, да? Жители района предлагают перенести площадку, где закрытый двор и минимальное движение
транспорта. И вот дополню, раз уж Керчь, ну, может, дополним, у нас тут мини-новость еще есть. Миллионы медуз, слизь и пена. В сети появилось видео моря под Керчью с высоты птичьего полета. Опять-таки, прислал его в редакцию Керчь ФМ постоянный читатель с такими словами: «После этого видео вам не захочется ехать в Новоотрадное». А до этого хотелось. Вот я вот смотрю на вас, Елена, и я понимаю, что вам до этого видео хотелось ехать в Новоотрадное. Нет, вот слушайте, мы вчера же делали эфир, дневной у нас был, по поводу вот всех этих историй, там с закрытием, открытием пляжей то в Севастополе, то в городах Крыма. И благодаря нашим гостям эфира я знаю, где стоит купаться, но я вам не скажу, лучше послушайте вчерашний эфир. А я скажу, а я проспойлерю немножко. Я вот точное место сейчас не буду указывать, но скажу, что это где-то в районе Большой Алушты находится. Да, и там надо искать место, где нет жителей. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваши слова, но призываю послушать наш эфир, там много полезной информации. Так, что у нас еще? Значит, Российское Министерство культуры хочет запретить приносить свою еду в кинотеатры. Со своей едой нельзя, как в ресторанах, в принципе. Можно швейцара поставить. Но и почему? Значит, потому что сейчас кинобары из-за отсутствия такого ограничения теряют до 10% своей выручки. И Министерство культуры в России, уже смешно от этого названия, разработало законопроект о правилах работы и посещения кинотеатров. Главное новшество для кинотеатров — возможность устанавливать запрет на пронос на сеанс продуктов питания, а также алкогольных и прохладительных напитков, приобретенных вне его территории. Я не знаю, я прошу прощения, что я вас перебила, я не знаю, как в России, но почему в Украине приносят с собой еду в кинотеатр, имеется в виду там воду какую-то или какое-то печенье, какой-то батончик, ну, кто что приносит, есть, конечно, люди некультурные, потому что во всех этих кинобарах просто сумасшедшие цены на все. Но это правда. Ну, в смысле, я с вами абсолютно согласен. Вот, поэтому... То есть ты выходишь в соседний магазин, и там видишь ту же самую бутылку воды, там где-то в 3 раза дешевле, чем в этом самом баре. Ну, это ж как бы... Ну, это все для людей. Абсолютно. Нет, ну это просто бизнес. На самом деле просто, наверное, кино уже давно превратилось из искусства, во всяком случае, то кино, которое показывают в таких больших и там современных театрах, наверное, ну там, наверное, скорее уже очень мало киноискусства, а в основном это просто бизнес, и максимально надо заработать на том, что человек пришел к тебе там и 2 часа времени проведет в том или ином кресле. 5 секунд, чтобы сказать нашим слушателям что-то хорошее. Хорошее. Черное море. Отдохните хорошо, возвращайтесь к нам в понедельник.